Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Железнодорожное агентство Ирана погасило долги перед Туркменистаном. В Ашхабаде отпраздновали Всемирный день хинди. Туркменистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о совершении хаджа в 2024 году и другие новости. Агентство «Железные дороги» Исламской Республики Иран полностью выплатило железнодорожные долги перед Туркменистаном, сообщил руководитель ведомства Миад Салихи на заседании административного совета северо-западных железных дорог Ирана. Управление муфтия Туркменистана и Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия подписали соглашение о совершении хаджа в 2024 году. Документ был подписан в ходе визита туркменской делегации в Джиду 8-11 января для участия в международной конференции и выставке «Услуги хаджа и умры», собравшей представителей более чем 80 стран. В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмамеда Азади прошло торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню хинди. Студенты института исполняли песни и танцы, декламировали стихи на хинди. В Ашхабаде завершилась серия модных показов от ведущих национальных дизайнеров, посвященных включению туркменской столицы в сеть творческих городов ЮНЕСКО. В дефиле приняла участие президент французской ассоциации моды Хин Жудар. Она отметила, что туркменский дизайн и туркменская мода приобрели свое лицо и призвала сохранять сочетание национального стиля с современными тенденциями мира моды. Кроме того, Жудар отметила высокий профессиональный уровень туркменских дизайнеров. Министерство охраны окружающей среды Туркменистана утвердило новый порядок ведения государственного кадастра охотничьих богатств. Порядок призван систематизировать информацию о диких животных, являющихся объектами охоты в едином реестре. Цель порядка – обеспечить рациональное и устойчивое использование таких богатств и усилить государственный контроль за их сохранением и воспроизводством. Власти Брюсселя решили заменить снеки и газировку в автоматах метро на более полезные продукты – сухофрукты и хлеб из цельнозерновой муки. В качестве эксперимента такие автоматы установят на 3 станциях в конце января. Если эксперимент будет успешным, к концу года полезные перекусы появятся на всех станциях метро. Сотни добровольцев на северо-западе Испании вышли на уборку пляжей, чтобы очистить их от пластиковых гранул, которые выбросило на берег. В декабре с торгового судна, проходившего в территориальных водах Португалии, за борт упали несколько многотонных контейнеров с гранулированным пластиком. Из этих гранул делают предметы повседневного обихода, однако они токсичны и не разлагаются. Испанцы решили не ждать действий правительства и сами взялись за уборку пляжей. Гранулы собирают в перчатках с помощью обычных дуршлагов. На Энфилде прошел первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между Ливерпулем и Фулхэмом. Матч завершился победой хозяев со счетом 2-1. В прямом эфире встречу транслировал телеканал «Туркменистан Спорт». На 19-й минуте гости вышли вперед, отличился Виллиан после передачи Андреаса Перейры. Однако во втором тайме подопечные Юргена Клоппа сумели переломить ход встречи. Ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между Ливерпулем и Фулхэмом состоится 24 января в Лондоне. Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении 61-летнего Доривала Жуниора на пост главного тренера национальной сборной. Доривал покинул должность наставника клуба Сан-Паулу и сменил в сборной Фернандо Дениза, отправленного в отставку 5 января. При Денизе бразильцы одержали лишь 2 победы в 6 матчах. В первом полуфинале Суперкубка Испании по футболу мадридский Реал в упорной борьбе в дополнительное время обыграл Атлетико со счетом 5-3. Основное время матча завершилось со счетом 3-3. Победу королевскому клубу в овертайме принесли голы Хоселу и Диаса. Во втором полуфинале 11 января встретятся Барселона и Осасуна. Финал Суперкубка Испании состоится 14 января в Эр-Рияде. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.